как помочь инвалидам и где можно увидеть времена года. Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». 3 декабря – Международный день инвалидов. Организована эта дата в помощь людям, которым приходится сталкиваться в жизни с трудностями и преодолевать их самим, порой без помощи окружающих. Мы, россияне, всегда славились своей душевностью, добротой, желанием и стремлением помочь своему близкому, нуждающемуся и слабому. К счастью, даже сейчас, в 21 веке глобализации, цифровых технологий и интернета, наш менталитет остается таким же. Именно поэтому День инвалида в России – не обычный день, а серьезное событие не только для фондов и организаций и самих инвалидов, но и для многих неравнодушных людей. А самые неравнодушные люди – это врачи, которые всегда готовы прийти на помощь. Я нахожусь у дверей старейшей больницы нашего города. Это городская клиническая больница номер 5. Абсолютно не случайно, потому что в этой больнице лечат не только лекарствами. Здесь лечат словом, здесь лечат любовью. Очень часто в нашем обществе любят повторять, что инвалидность – это не приговор, что с инвалидностью можно жить полноценной жизнью, учиться, работать и создавать семью. Но здоровым людям, которые не сталкивались с этой проблемой, очень сложно представить, насколько тяжело им приходится. В мире на данный момент живет примерно 1 миллиард людей с ограниченными возможностями. В нашей стране их тоже немало – более 11 миллионов. Задумывались ли вы когда-либо о том, как им живется, что мешает им наслаждаться этой жизнью, чего не хватает, с какими сложностями и проблемами они сталкиваются ежедневно? 3 декабря – Международный день инвалида. Для кого-то это праздник, как говорят, со слезами на глазах. А кто-то отмечает этот день как день мужества, как день великой победы над собой. Иногда можно победить самого себя, но всегда отрадно, когда рядом стоят люди, которые тебе помогают в этой победе, давая надежду, давая веру на исцеление. Вот такими людьми в белых халатах являетесь сегодня вы. Лилия Аслямовна Кучимова, руководитель благотворительного фонда, когда-то прибегнув к помощи этих врачей, которые помогли встать ей на ноги, каждый раз старается преподнести клинике именно те вещи, которые необходимы для реабилитации после сложнейших болезней. Визитной карточкой нашего учреждения, нашей 5-й клинической больницы, является отделение неврологии с койками медицинской реабилитации. Очень много лет функционирует это отделение для помощи пациентам, которые перенесли инсульт, перенесли травму спинного мозга, головного мозга, которым необходима помощь для того, чтобы вернуться к полноценной жизни. Помощь по реабилитации оказывается в полном объеме для того, чтобы эти пациенты смогли вернуться к полноценной жизни. А если кто-то уже получил какую-то группу инвалидности, чтобы ее уменьшить? Для этого у нас функционирует мультидисциплинарная бригада, в состав которой ходят наши корифеи, наши доктора, неврологи, которые занимаются этим, травматолог, врачи ЛФК, большая команда инструкторов-методистов ЛФК, которые через свой труд ставят наших пациентов на ноги и интегрируют этих людей в полноценную жизнь. Желаю, чтобы ваши пациенты вновь расцветали и цвели так, как вот этот букет. Примите всех души. В настоящее время у нас в 5-й больнице 4 отделения, 2 терапевтических, паллиативное отделение и неврологическое отделение. Мы организовали выезды на дом к инвалидам, к маломобильным пациентам. В нашей больнице организована молельная комната, которую занимается отец-священник, у нас есть Михаил, 2 сестры милосердия, которые приходят ежедневно к нам в больницу. Молельная комната всегда, это часть, я считаю, больницы. И у нас и приходит и мулла также в молельную комнату. Все пациенты, которые хотят и
благоверные, они приходят в молельную комнату, и православные причащаются, а мулла, получается, они молитву читают. Сделать жизнь инвалидов лучше может любой человек. Каждый из нас способен на гораздо большие свершения, не отнимающие у него много сил и времени. Вот уже 4-й год клирики Семеновского храма города Уфы каждую субботу приезжают в больницу половина 8 утра для того, чтобы причастить и исповедовать всех больных, которые находятся в городской клинической больнице. В пятницу здесь сестры Милосердия, Людмила и Ксения, проходят полностью всю больницу, спрашивают, у кого есть желание исповедаться, причаститься святых христовых тайн, и раздают им молитвословы. Они читают правила к причастию, и уже утром в субботу, половина 8 утра, приходят в молельную комнату. Здесь мы с ними читаем правила и уже причащаем святых христовых тайн. Ну и также в конце раздаем подарочное такое Евангелие и журнал «Душа». Очень многие, кстати, также приходят. И потом впоследствии мы с ними общаемся, и в храм приходят. Ну, и также немаловажно нужно сказать, что очень многие здесь исповедуются, причащаются впервые. Несмотря на то, что люди в возрасте, большинство людей в возрасте уже на пенсии, да, но начинаешь спрашивать, крестили, но никогда не причащался или не причащалась. Ну и самое главное, самое приятное, что потом их можно увидеть, будь то в нашем храме, в том храме, в котором у них по месту жительства ближе. Вот поэтому очень радостно за то, что люди все-таки приходят, в храм приходят, Богу обращаются. Это, кстати, никогда не поздно сделать. Сестра Милосердия призвана сочетать в себе медицинские знания, навыки взаимодействия с больными и престарелыми людьми, сочувствие и сострадание к ним, умение освящать свои действия молитвой и спрашивать у Бога силы на исполнение служения. Пока силы есть, так я очень рада, что я живу недалеко. В любом случае я сюда дойду. Я, может быть, даже в церковь не дойду, но бывает такая ситуация. Сюда я дойду. Здесь мне недалеко. Так я так благодарна, что у меня эта возможность есть. Просто вот он мне такой подарок сделал, что я в состоянии это понести. Радостно бывает, когда люди, вот, вы знаете, не воцерковленные интересуются, что вот мы приходим, что вот вообще такое, что мы делаем, ну, объясняем. Вот, и многие, вот, как отец Михаил говорил, что первый раз именно здесь причащаются. Здесь удобно чем, что вот батюшка один на один остается с человеком вот, на исповеди, и уже как-то более свободно себя человек чувствует уже на исповеди. И вот действительно потом уже люди приходят в храм. Мы на себе чувствуем, что помощь от Господа все равно есть. И вот, а кто еще поможет? У некоторых уже надежды не остается, а вот к Господу обращаются, Господь помогает. Слова «доброта», «милосердие», «вера», «надежда» и «любовь» есть в словарях у всех народов. И вот яркий пример тому. Девушка, которая приехала в Башкирию на учебу из Вьетнама, она уже 5 лет является волонтером в благотворительном фонде. Выражаем сердечную благодарность за милосердие, сострадание, теплое и чуткое отношение к людям пожилого возраста, за постоянное стремление оказать им необходимую помощь. Это замечательно, что на нашей земле есть такая девочка, представитель знаменитого вьетнамского народа. Ли, мы от всей души тебе желаем успехов, удачи на новом месте работы. Надеемся, что твое руководство будет гордиться тобой. С удовольствием вручаю тебе эту грамоту. Спасибо большое. Я приехала из Вьетнама. Мои родители во Вьетнаме живут. И когда мои родители в детстве учили меня учиться хорошим человеком, они, я думаю, что любой человек, где бы он живет, какая у него страна, какая национальность, он должен быть хорошим, самый быть неравнодушным, помогать друг другу, помогать близкому или далекому человеку.
И кому нужно помочь, тому нужно помогать. Если человек добрый, то он, конечно, любит природу, землю. И это у нас наша обязанность. Я очень рада, что здесь люди очень добрые. Было бы здорово, если бы каждый человек поделился своим теплом и общением. Ведь любому человеку необходимо чувствовать себя нужным и желанным. Я даю шанс студентам без опыта работы набрать опыт у меня на предприятии, которых не берут другие предприятия, там, где требуется опыт работы. Недавно Ли устроилась к нам на работу. Я тоже решил ей дать шанс, потому что я увидел то, что у нее есть такое огромное желание, и этого желания может быть достаточно даже, то есть языковой барьер может не быть препятствием для работы. Илюс, я вас знаю около 10 лет. Но поверьте мне, больше всего удивляет за время нашего знакомства ваша коронная фраза. Когда мне звоните, вы говорите: «Здравствуйте, я эколог». И я очень ценю это, потому что вы эколог не только по своей профессии, вы эколог по душе. Я знаю, что вы прежде всего, как мужчина, как человек, очень горды тем же, что живете на нашей земле, в нашей стране, и очень дорожите завтрашним днем. И думаете о том, кто будет жить завтра, как это будет все. Очень переживаете за подрастающее поколение. А то, что вы берете на работу инвалидов, оказываете им поддержку, всемирную помощь и даете шанс выжить, даете шанс подняться, это просто вообще бесценно. Люди, которые нуждаются в поддержке и понимании, есть везде. Нужно только оглянуться вокруг. Было бы здорово, если бы каждый человек поделился бы с ними своим теплом и общением без жалости и страха. Ведь каждому человеку необходимо чувствовать себя нужным и желанным. 30 ноября в Малом выставочном зале регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Республики Башкортостан по итогам творчества художников на пленэрах открылась выставка этюдных работ «Времена года». Союз художников Республики Башкортостан проводил пленэры в разных местах нашей прекрасной республики. Ну а в этом году, по согласованию, Салаватская епархия Башкортостанской митрополии художников пригласили в село Дедово Федоровского района, где расположился Покровский мужской монастырь. Там в июле месяце и прошел первый республиканский открытый пленэр. Каждый год мы, начиная с 2011 года, здесь проводим выставку работ, написанные летом во время пленэра. Участников очень много на выставке, их всего 58, и картин висят 77 работ. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить участников за то, что вы откликнулись на наше приглашение принять участие впервые в проведенном Башкортостанской митрополии первом открытом пленэре, который проходил в стенах монастыря. Идейным вдохновителем и идеологом которого была заместитель руководителя отдела культуры Салаватской епархии Серафима Мухаматовна Юдина. Она здесь также присутствует сегодня. Это ей принадлежит полностью идея, а мы поддержали и откликнулись. И сегодня вы здесь увидите несколько десятков работ, которые были написаны в стенах монастыря и за его пределы. В следующем году, который мы планируем провести международный уже пленэр, мы географию его расширим. Здесь, в Республике Башкортостан, это будет несколько монастырей. Конечно же, Покрово-Янацкий мужской монастырь села Дедово Федоровского района – это показательный монастырь Салаватской епархии и юга Республики Башкортостан. Это жемчужина Башкортостана, куда не стыдно пригласить гостей.
Участниками пленэра стали известные мастера, студенты и их педагоги разных национальностей и вероисповеданий. Архитектурный комплекс обители и окружающие его прекрасные ландшафты вдохновили художников. Я очень благодарен, что вы вот такой шаг сделали. Это новое направление и для собора русских, и для Русской Православной Церкви, что мы именно концентрируем внимание там, где есть красота природы, есть талант человеческих рук, талант видения происходящих процессов. Я думаю, что в этом направлении, конечно, доброе начало. Пусть небольшой зал, но здесь тепло, здесь вот веет действительно талантом человеческих рук. И я думаю, что это великое начало. Вы знаете, что Русская Православная Церковь – это хребет Российской Федерации, на котором зиждятся все остальные религии, нации, дружба и так далее. И, конечно, я сегодня еще раз, не влезть, хочу сказать, что Салаватская епархия, я просто удивляюсь, делает такие шаги во всем. Это в воспитательном процессе. То марафон по лыжам Приволжского округа, то сплавы по историческим местам, то там еще что-то. И вот сегодня опять прекрасное такое действие. Действительно, мы видим, спасибо вам, владыка, это как раз правильно сказал Виктор Александрович, это нужно для молодежи, это нужно повышать культуру, потому что мы уже немножко, кроме планшета, и ничего не знаем. Но это нужно, чтобы наши дети видели. Я ездила по пленэрам, по другим регионам, и там практика есть сотрудничество церкви, получается, с художниками. И я подумала, что нужно и у нас так делать, проводить такие пленэры, объединять. И я думаю, что не раз еще будем проводить. Я хотел бы еще сказать несколько слов, дополнить, что в июле месяце вот, на первом открытом пленэре Салаватской епархии, который проходил в Покрово-Янатском мужском монастыре села Дедово Федоровского района Республики Башкортостан, стены монастыря были открыты для всех художников, вне зависимости от вероисповедания и национальности. Вы чувствуете себя как дома. Любые двери любого храма для вас всегда открыты в любое время суток. Потому что мы приехали сюда не развлекаться, а работать, отдыхать, и чтобы вдохновение было и, может быть, совместить с молитвой. В будущем году планируется сразу 2 пленэра. Второй – открытый республиканский пленэр Салаватской епархии Башкортостанской митрополии и прием участников международного пленэрно-выставочного проекта «Русская Атлантида», организатором которого является директор Санкт-Петербургского центра гуманитарных программ Виталий Васильев. Для участников пленэра будет подготовлена насыщенная культурная программа. Он будет организован при поддержке Министерства культуры Республики и охватит сразу несколько монастырей нашей митрополии. Мне захотелось, чтобы было сотрудничество церкви с художниками. Я подумала, увидела в других регионах, как это проходит, и подумала, что у нас тоже надо, чтобы такое проходило. И вот меня владыка поддержал, и прошло такое мероприятие. Все остались довольны. Здесь художники вообще какие свои работы представили, которые писали этюдные работы, из которых могут выйти замечательные потом шедевры, картины. Я посмотрю хорошие картины. Есть здесь хороший художник, умный художник. Мне понравилась вот картинка. Храм. Понравилось, это похоже как на монастырь. Я жил тоже в монастыре. Я слушал отдельникам. В храм там я помогаю батюшке, диакону и батюшке. Если в Евангелии надо кадила, все я делаю там. И как сегодня погода
плохая погода, зима, надо чистить, потому что Бог любит чистить. Башкирская природа самая красивая. Вот. Этюды – это такая вещь, когда художники непосредственно соприкасаются с натурой, будь то портреты, пейзажи или какие-то жанровые сюжеты находят художники. Это материал для будущих картин. И эта выставка стала традицией, посвящена в основном этюдам прошедшего года. Традицию писать с натуры – это как бы освежает палитру, освежает взгляд, наполняет чувствами больше природы. Вот. Тем выставка и интересна, что видно объем работы художников, вообще объем культурной жизни, наверное, республики и Союза художников. Но я человек православный, и очень много времени я всегда писала именно на духовную тему, уделяла именно этой теме время. Я ходила в крестные ходы, и одно время я только рисовала на православную тематику, меня это очень захватывало. А потом уже впоследствии, окунувшись в разные культуры, да, все это в себе переварив, отучившись института, училища, да, то есть ты начинаешь уже в работах просто искать духовность, уже не обращаясь именно там к православию там, или мусульманству. Да. И вот, приехав на этот пленэр, я окунулась именно в такую духовную атмосферу. Ну и до сих пор во мне это все как бы осталось. Очень приятное впечатление от пленэра. Очень много работ мы начали уже новых создавать. Я скажу не только за себя, за других художников. Потому что именно вот человеческое отношение, тепло, именно духовность в этих людях, что очень сейчас редко как бы встречается и в храмах, и в мечетях, это не проходит просто там где-то стороной и не остается где-то, как сказать, зря, что ли. Это вливается на какие-то новые произведения, картины, это вдохновляет, и это все равно у себя сидит как-то в голове. Общение вот с этими людьми, именно с монастыря, да, с монахами, с монахинями. Очень много интересных историй они рассказывали. То есть, когда ты там, ты как бы не обращаешь на некоторые вещи такого, как бы глубокого внимания, а уже по прошествии какого-то времени ты вспоминаешь те вещи, которые, они говорили. Спасибо за это всем организаторам. И, конечно, огромное спасибо Союзу художников, потому что они открывают двери, в принципе, для любых возможностей. Это очень главное. Воспоминания о Покрово-Ильнатском монастыре очень теплые оставили след. С большого города оказаться в таком намоленном месте, мы получили какую-то духовность, стали более умиротворенными, осознали какие-то ценности, то есть переоценка ценностей. И об этом монастыре, об этом месте всегда вспоминаешь с теплом. И вот то, что там мы обрели, трудно передать словами. И это в дальнейших картинах, оно тоже уже присутствует. Неважно, что мы там рисуем, пишем, вот эта духовность, она уже внутри нас. Выставка «Времена года» в Малом выставочном зале Союза художников Республики Башкортостан по адресу город Уфа, улица Ленина, 43. Продлится до 10 декабря. Вход свободный.